Теперь путь из южной столицы Аша до Бишкека сократился на 14 километров благодаря новой объездной дороге Узген. До пункта назначения можно доехать на час-полтора быстрее. Открытие новой дороги состоялось сегодня с участием президента Садыра Джапарова. Дорога является главной артерией страны, которая соединяет наши регионы. Сегодняшнего события с нетерпением ждали граждане южных регионов Джалабадской, Орской и Баткенской областей. До этого главная трасса проходила через центр города Узген и, естественно, создавала неудобства для жителей. Были длинные пробки. Считаю, что сегодняшнее открытие трассы станет одним из исторических событий в сфере транспорта страны. Объездная дорога вокруг города Узген была построена в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составил 29 миллионов долларов. Дорога четырехполосная, ширина составляет 20 метров. Для удобства водителей вдоль дороги установлено освещение. Это первая объездная дорога, которая построена на основе государственно-частного партнерства. Реализовать такой проект могут все желающие частные лица. Для этого государство окажет партнерам всяческую поддержку. На сегодня в Кыргызстане актуальны проекты по таким направлениям, как альтернативные дороги Сусамыр-Арал 115 километров, Алматы-Кемин-Иссыкуль 150 километров, объездная дорога Бишкек-Кемин 105 километров и другие. Мы установили 50 инженерных труб и большой 100-метровый мост на реке Кара-Дарья. Впервые в стране применили гофрированные железобетонные мосты. Одним словом, мы создали все условия для водителей. Стоимость проезда для легковых авто будет составлять 200 сомов, для бусиков и портеров 350 сомов, а для больших грузных машин 700. Дорога была построена согласно всем международным транспортным стандартам и нормам. Строительная компания уверена в ее качестве и гарантирует безопасную езду водителям. Дорога отвечает всем требованиям. При строительстве контроль за качеством велся строго. Бетон, щебень и другие стройматериалы проходили контроль в строительной лаборатории. Транзитная дорога обеспечит бесперебойную и безопасную езду для водителей Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Асфальт имеет 2 слоя, его высота составляет 50 сантиметров. Проект объездной трассы направлен на развитие инфраструктуры и разгрузки движения в центре города Узген. Современной транзитной дороге больше всего рады местные жители. Это еще одно хорошее событие для нас, жителей Узгенского района. Пусть дорога будет безопасной и удачной. Думаем, что с открытием трассы проблема пробок внутри города решится. Нас очень радует то, что на открытии участвует президент Садыр Джапаров. Он очень близок к народу, умеет слушать и решать проблемы. Что касается оплаты за пользование дорогой, местные жители даже не против. Они рассказывают, что за соответствующие условия и качество они готовы платить. Ведь расходы на содержание авто, когда они ездили по старой дороге, выходили в разы дороже. Спасибо тем, кто построил нам дорогу, и пусть она будет платной. Самое главное, она ровная, современная и безопасная. Можно будет ехать без пробок и без препятствий. Оплачиваемые дороги есть во всем мире, не только у нас. Очень красиво и хорошо сделали дорогу. Думаю, что она прослужит много лет. Дорога платная, сказали 200 сомов для легковых. Лично я думаю, что здесь нет ничего плохого, ведь эти средства будут направлены на содержание дороги в хорошем качестве, на ее ремонт. На пробках мы и так стоим час. Дорога будет платной, всего 200 сомов, но главное, мы будем добираться раньше. Если логически подумать, то по старой дороге денег уйдет больше на бензин, потому что ехать нужно на час дольше. Развитие дорожной инфраструктуры – это важный фактор экономического роста и повышения транспортных возможностей наших регионов. И потому президент Садыр Джапаров предложил местным инвесторам взяться за актуальные альтернативные дорожные проекты. Глава государства отметил, что в этом всю необходимую поддержку им окажет государство. Разрабатывается маршрут через Токтогульское водохранилище, который сократит путь на 80 километров, и альтернативный тоннель на Туашу, проходящий на 1000 метров ниже текущего. Особое внимание уделяется 27-километровой платной дороге из Бишкека к аэропорту Манас, что значительно ускорит поездки. Если нет средств у вас, можете взять кредит. Государство, в свою очередь, поддержит и создаст удобные для вас условия.
Объездная трасса будет открыта для езды 15 декабря. Данная дорога будет способствовать увеличению пропускной способности участка автомобильной дороги Бишкек-Ош, что окажет положительный экономический эффект для цепей поставок. Ахмер Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР, Ошская область. Проект был начат в январе этого года и завершен за 11 месяцев. Новая дорога включает два крупных моста длиной 197 метров через реку Карадарья и 77 метров через реку Джазы. Кроме того, для удобства местных жителей построены подземные переходы для скота и пешеходов, а также подъездные дороги к населенным пунктам. Развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетной задачей для Кыргызстана. В этом направлении на старте самый крупнейший и перспективный проект. В конце декабря планируется закладка капсулы времени для международной железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот проект укрепит международные торговые связи и станет важным шагом в развитии экономики нашей страны. Ахмер Нурдинова, Эльдар Нарбеков, ЛТР. Итоги недели.